Строевая подготовка, сборка и разборка автоматов – сама история афганских событий. Сегодня в это все окунулись воспитанники военно-патриотической школы «Юнкер». Причины и последствия войны, оружие, обмундирование тех лет, имена героев рассказали ребятам обо всем. Параллельно в Национальной библиотеке была открыта фотовыставка. Она основана на материалах 3 ветеранов из Коми. Виктория Денисова тоже чтит историческую память. А для чего служит приклад? Кто скажет? Для ведения рукопашного боя. Как вариант для удобства стрельбы. Тут не каждый взрослый правильно ответит, не говоря уже о детях, но только не эти ребята. Они – воспитанники военно-патриотической школы «Юнкер». Как собрать автомат, знают на зубок. Никита Кузнецов – 6-классник. В свои 12 уже вовсю изучает строевую, по истории знает десятки важных дат. Не исключение и сегодняшнее – 15 февраля, день вывода войск из Афганистана. Надо помнить о героях России и других героях нашей Родины. Почему это важно? Чтобы люди не забывали о подвигах. 1989 год, 15 февраля, 10:30 утра. В тот момент территорию Афганистана покинул последний советский военнослужащий, генерал-лейтенант Борис Громов. Именно он последним перешел мост через реку Амударья, этакий шлагбаум, разделяющий Советский Союз и Афганистан. Прошло 33 года, однако отголоски тех событий и по сей день не замолкают. Память о них хранят не только люди, но и вещи. В Сыктывкарском музее афганцев таковых сотни. Никакой бутафории. Каждый экспонат – подлинник. А их здесь, к слову, больше 1000. Одежда прямиком с поля боя. Оружие, наперевес с которым солдаты боролись не на жизнь, а на смерть. Архивные фотографии, историческая литература. Как мы помним историю Великой Отечественной войны, то же самое у нас происходит и с войной в Афганистане. То есть война практически была 10 лет, практически, да. То есть очень много молодых ребят, от 18-летних, уходили служить в армию и попадали непосредственно в Афганистан. Только из Коми в Афганистан отправилось больше 5000 человек, 80 из них домой так и не вернулись, 2 пропали без вести. Это у меня самый первый боевой выход, 18 лет было. Минули десятилетия, но позабыть ту бурю невозможно. Анатолий Козлов вспоминает былое, будто это было вчера. О событиях рассказывает с горечью, слезы так и норовят показаться на глазах. А вот о боевых товарищах рассказывает с улыбкой. Кого, говорит, в строю только не было. И белорусы, и украинцы, братья по службе из Узбекистана и Сибири, ну и сам он из Коми. Ну, раньше, знаете, как было? Все, не знаю, многие, вот я, например, хотел служить, готовился, спортом занимался, и с парашютом прыгал, и стрелковым там. Как-то другое отношение было. Сейчас вроде это возвращается, да? Престиж армии, все это. Раньше это было жестко. Если ты не служил, значит, ты получеловек. В основе этой экспозиции истории 3 ветеранов Афгана из Коми. Анатолий Козлов, Дмитрий Карпов, Сергей Вершинин. У каждого свой непростой путь. Здесь же 3 десятка изданий. Выставка в Национальной библиотеке проработает до конца февраля. В основном, конечно, направлено на подрастающее поколение, для того, чтобы наша молодежь знали об этих событиях, помнили и, в общем, понимали, что происходило в то время, уже 33 года назад, да, вывод войск произошел, много времени уже прошло, и поэтому живые свидетельства, они наиболее важны, мне кажется. Афганская война началась в 1979 году и длилась практически 10 лет. Через горячую точку прошли 620 тысяч советских военнослужащих, 15 тысяч погибли, еще 10 тысяч остались инвалидами. Потому помнить о трагедии важно, не только самим беречь историю, но и передавать ее следующим поколениям. Виктория Денисова, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар.